Мы открываем встречу, которая посвящена награждению победителей 7-го конкурса русской поэзии «Под небом Балтики». Как вы знаете, число 7 – это довольно такое мистическое число. И тем не менее мы уже до него дошли. 7 дней сотворения мира, 7 дней недели, 7 нот. И чтобы вы все, так сказать, прочувствовали торжественность момента, его значимость, мы начнем оргкомитет в известном уже составе. Для тех, кто не знает, я напомню, член постоянной комиссии Галина Георгиевна Панова, Сергей Николаевич Чуркин, директор исполнительной дирекции, и я, руководитель оргкомитета Борис Александрович Крумюк-Сухарев. Есть у нас еще, был еще один человек быть на связи, но так как он в области, то интернет там, видимо, не очень хорошо работает. Это Дмитрий Александрович Ивашенцев, главный редактор альманаха «Русский мир» и председатель постоянной экспертной комиссии. Ну вот вдруг он чудом проявится, это было бы хорошо. Но у нас еще на связи с нами вместе присутствуют Александр Долбушин, Литва, дипломант конкурса, и Вероника Тарновская. Она вот в данный момент только на фотографии представлена,
Но когда подойдет момент, я ее включу. Итак, перед вами дипломант, который получает диплом от целевого капитала поддержки культуры, Вера Тансканен, Финляндия. Ее, к сожалению, нет. И поэтому, как всегда, ей диплом будет направлен почтой. Эльвира Поздняя. Такая же ситуация. Почитайте, что это за автор. В 2010 году она была награждена дипломом за избранное стихотворение. Екатерина Вилкс не проявилась, не отзвонилась, несмотря на многочисленные письма и просьбы дать о себе данные и связаться с нами. Но бывают и такие случаи. Это очень редкий момент. В миру она Светлана Лазарева, насколько я знаю, но вот как-то не удалось нам связаться. Но ребята из русской театральной школы не сомневались, выбрали ее стихотворение. И поэтому я думаю, что есть время ее послушать. Конечно. Вот. И тогда тоже Аня Швед, она прочитает ее стихотворение «Волчий король». Пожалуйста. Екатерина Вилкс, «Волчий король». Мне перегрызают горло, кровь стекает на траву. Этот страшный сон я вижу постоянно наяву. И клыки мои сверкают, отражая смерть и боль. А вокруг танцуют волки. Я их сверженный король. Ранних звезд блестит корона над дорогой без конца, отражая волчью морду вместо прежнего лица. Волчью кровь я пил с пеленок, волчье мясо ел с клинка. Вой мой темными ночами настигал в степи закат. Я хотел быть человеком, только таким и не стал. Зверь мою утащит душу к сатане на черный бал. Подданные злой легенды провожают навсегда властелина с сердцем, словно неизвестная звезда. Михаил Култаев. С этим именем у нас связан первый конкурс. Михаил был дипломантом первого конкурса за избранное стихотворение. И сейчас вот он награжден поощрительным дипломом уже 2014 года. Яков Бронштейн. Он здесь, к счастью, да, для нас. Яков, теперь крупным планом. Ну, давайте. Меня видите? В следующий раз получим, пойдем тебе. Спасибо. Уважаемые коллеги, я с удовольствием поздравлю сегодня Якова Бронштейна, потому что он наш член объединения русских литераторов Эстонии. Я с огромным удовольствием это делаю. Так что не будем делить, как бы и мы тоже к этому причастны. Вот, Борис Александрович, как это, и наши тоже. Вот. Хорошо, я выполняю функцию правильно. Да. А вообще-то, конечно, чем больше мы все-таки будем участвовать, тем мы будем богаче. Вот Яков стал сегодня дипломатом. Спасибо. Дипломаты у нас читают свои стихи для публики, и некоторые из них также у нас
русской театральной школы, ребята из русской театральной школы, они выбирают стихи, которые им понравились, и в том числе дипломату. И вот одно из ваших стихотворений, оно понравилось Анне Швед. И она его тоже прочитает, но сначала слово вам, а потом вы послушаете в ее исполнении стихотворение «Сидит на стуле Мишка». Прошло и это лето, парад томит опять, но только не поэта, ему в ней благодать. Желтеющие листья продрогнул на ветрах, взирая из-под лобья, уняв юлящий страх, с невольной гримасой летят в тамбуролет, из горемычной трассы твердят, что меркнет свет, что наступила осень, жизнь нравственный хаос. Просить ничто не просит, лишь дрожь в словах от слез. А небо ставит сказки, и хмурясь, то искрясь, в крылато-свежих масках, меняясь, веселясь, на молнии срываясь, но молодость храня, лукаво потешаясь, изменами дразня, нам служит утешением и манит, как любовь, свидетель всех явлений и звезд вселенной зов. Садится солнце в морок, земле не кажет глаз, а мне под листьев шорох далась вот эта вязь. И в последнее время очень много и в прессе, и по телевидению, и в частных разговорах идет речь о похудании. Лишний вес – это болезни лишние тоже. Я не мог обойти эту тему и написал шуточное стихотворение. Отныне я не ем сметану, мясное тоже под запрет. И уверяю, что не стану, пивко цедя, курить чуть свет. Лежать часами на диване, живой страницей старины, в себе обломовщину пани начну стращать штыку войны. Затем займу себя зарядкой. Кровь убыстряет бег мечты, уже в парилке, где так жарко, домчит от пят до высоты. Я перепробую все шансы, чтобы только сбросить полноту. Забуду страсть свою к романсам, нести, смеясь, бельберду, я женской лаской пропитаюсь, тем чрево чмокать отучу. И до того обновляюсь, что рай мне скажет, не пущу. И теперь данному питанию вы прочитаете. Ну, смотрите, как хотите, вам как вам удобнее будет. Ну, тогда лицом к лицу. давайте, вдвоем вместе. Яков Бронштейн сидит на стуле Мишка. Сидит на стуле Мишка в голубеньких штанишках, а рядом с ним Мальвина — чудесная картина. А стройненькая Танечка замучила скакалочку. Она ведь балерина, чудесная картина. Зашла соседка Леночка, резвится, словно белочка, хвост рыжий из сатина, чудесная картина. Ее противный кот-дружок приперся сразу после ног, мяукнул и в корзину чудесную картину. Затем настала тишина, а вместе с нею сладость сна. Сергей Удот, Эстония. Перед вами его творческий путь. В прошлом году он уже был награжден дипломом. Сегодня в этот раз он повторил свой успех.
поздравляем от нашего литературного клуба, в который вы постоянно ходите и привносите радость для нас за счет того, что получаете место. Да, Ну, тут говорилось выше, что это был 7-й конкурс. 7 недель, 7 нот, а также в палитре. Света тоже 7, да. Хотя по американской версии 8 уже. Почему-то появилось. Да. И вот я нашел стихотворенца 10-летней давности. Палитра гамма. Эпиграф. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. В палитре спектра красок 7. Они все совокупность света. А сколько нот, известно всем. Конечно, без бемолей нет. Так в ночи до есть пустота. Да и, пожалуй, кровь луничкой. На степь спускалась краснота, закат, костер, цыгане, бричка. А ноту ре создал Творец, а мог ведь Бог и раньше был. Достал, чуть приоткрыв ларец, он апельсин правильно. Вот нота ми ползла в желток. Китай, цыпленок, пресса в купе. Сериак продолжить каждый смог, когда накусил в тупе. Подкрался тихо к ноте фа. Кузнечиком мелькнула в травке. Застрекотала голова, как залечицы за прилавком. Вопрос задам, а в чем же соль? В голубизне, а как с моралью? Для общества, конечно, боль, но голубые дымки дали. И добрались до ноты ля, что в грозе винной Изабеллы. Синяк мальчишку сильно зля сравнил большущий с линией спелый. Сергей Иванович, просто сим. Зажав в руке букет сирени, пытается поймать такси. Цветы уже тихо снили веник. И на пассажок. Жизнь порою дается как сударь, чтобы успеть погасить ряд вопросов. Мы здесь кто, почему и откуда? Взгляд свой бросив на зеркало косо, с будуна утром мыслил философ. Конь в пальто, потому Петербург. Спасибо. Там, знаете, еще какие-то стременные, еще что-то. И вот в качестве этой стременной вам сейчас Марк, прошу прощения, да, Марк Сев прочитает стихотворение «Командировка». Ваше стихотворение. Сергей Удот, командировка. Хрущевка. Здесь жила старушка. Портреты кошек на трюмо редком. На стенке ходики с кукушкой. Почата хладная чекушка. Тишь рассекает чайник со свистком. Жизнь прокатилась медной двушкой. Я помяну и кошек, и старушек. Так, Геннадий Солодилов. Он, к сожалению, приехать не мог. Творческий его путь перед вами. Как у многих, он довольно витиеватый, был летчиком, работал в Аэрофлоте, потом был военным летчиком. Начал писать стихи вот после 45 лет, и, как он пишет, его затянуло, и затянуло, в общем-то, совсем неплохо. Он весьма самокритично относится к своему творчеству, даже, может быть, чрезмерно, но, тем не менее, он был уже дипломантом конкурса «Под небом Балтики» 2012 года, ну и теперь стал дипломатом
дипломантом конкурса по теме Балтики 2014 и оба раза в свободном жанре. Видимо, этот жанр ему как-то полюбился. Он обратился с таким теплым письмом ко всем присутствующим, потому что ему трудновато доехать было, но обещал быть постоянно на связи и работать дальше. Его диплом будет ему также выслан. Юрий Николаевич, покажите. Вот такой диплом ему будет выслан по почте. Татьяна Треуфель. Спасибо. И спасибо большое. И, конечно, цветочки. Так, минуточку, вот ваше досье. Я вот к своему досье хочу добавить еще начало появления моего в мою жизнь. Я родилась в феврале, когда завьюжили метели, и с криком мамы на заре мой плач был слышен еле-еле, а днем к окну пришел отец, от солнца в золоте палата, соединение сердец, я этой сладости расплата. Родилась Валентина в день, уж точно я любви творение, я благодарна вам теперь, отец и мать, за то рождение. Еще хочу сказать, так как я получила в детской номинации, я постараюсь сейчас такое стихотворение прочесть, которое касается мать и дитя. Оно очень доброе. И мои воспоминания, и воспоминания каждой женщины, я думаю. Ползунки вязала утренней порой, когда в доме тихо, на душе покой, солнце засияло, грея мир лучами, и тогда-то ножкой постучалась в маме. Первый раз, чуть слышно, краткое мгновение: «Здравствуй, здравствуй, дочка! О, благословение! Поднесу я руку, чтобы быть поближе. Чувствуешь, я мама, и тебя я слышу. О тебе молила, Господа просила, и какое имя я давно решила. Ты дана мне свыше, ты моя награда, смысл моей жизни, и тебе я рада. И простил мне, Боже, все грехи земные, назвала я дочку именем Мария». Вчера я получила свои первые произведения. Называется, как оно называется? «Я родилась в феврале». Там на первой странице там есть мои родители, которым я посвятила это стихотворение. Вот. Чтобы вы лучше знали мое творчество, пожалуйста, на ознакомление вам положу. Спасибо большое. Не уходите, не уходите. Я вас поздравляю от нашего литературного клуба, активную участницу. Молодец, хорошо продвинулась за эти 2 года. И вот, видите, издала свою книжку, с чем мы вас и поздравляем. Спасибо. Спасибо. Дорогая Танюшка, я очень рада, что я тебя знаю. И как написано в твоем первом стихотворении, пусть горит твоя душа и радует нас всегда твоим красивым словом. Спасибо, Лариса. Ребята из театра «Солярис», вот они, ребята сидят, Полина Давыдова и Всеволод Калмачевский. Они прочитают ваше стихотворение «Все важны и все нужны». Спасибо. Все важны и все нужны. У окошка на перинке сладко дремлилась малинка. Мур-мур-мур и жмурит глазки. Очень любит кошка ласки. Шерсть гладка, усы большие, зубки острые такие. Хвостик кнутик бьет перинку, если сердится малинка. Лапки мягкие, как пушинки, ушки словно 2 вершинки. Прям принцесса, королева. Хвостик вправо, хвостик влево. А на улице живет Васька наш, дворовый кот. У него перинки нет, но всегда дают обед. Кормят Васю всем двором, восхищайся котом.
Вася славный мышелов, у него всегда улов. Есть у Васи домик, будка, он в подъезде спит, ночь чуткая. Вася сторож хоть куда, на посту почти всегда. Китикет ему не нужен, и с малинкой не дружен. Кошки разные нужны, кошки разные важны. Вот детям тоже надо дать какой-нибудь. Они получат цветы. Они получают. Далее. Анжела Микуша. Она, к сожалению, не сумела приехать. Латвия всегда как-то так мощно выступает. А вот новое имя. Дипломант конкурса, номинация по «Свободный жанр». Новое имя, в общем-то, она участвовала пару раз в конкурсе, но среди дипломантов она появилась впервые. Как и другим, ей будет диплом направлен. Далее. Олеся Бельчикова. В качестве исключения она была допущена в конкурс, она сама из Донецка, и когда еще конкурс шел, там не было тех кошмарных событий, которые сейчас происходят. Это радостная новость. У Олеси неделю назад вышел первый ее персональный сборник, наконец-то. Вот. И мы 3 экземпляра этого сборника передаем Ассоциации русской культуры. Вот сборник. Первые 215 стихотворений вошли в этот сборник. Благодарим. Ну, к сожалению, больше 5000, поэтому будем ждать вторую книгу. Вот. Спасибо вам всем. Спасибо Может, большое. вы прочитаете какое-нибудь стихотворение? Я попробую, хотя я архитектор, а не актер, поэтому прошу простить меня за ляпы допущенные. Ну, наверное, вот этот стих, который, кстати, не вошел сюда, он больше всего охарактеризует отношение к картине мира, действующей и сейчас. Перекрестки стихов перепутаны как в лотерее, неизвестно которому выпадет главный джекпот. Перепутались ямбы, совсем растерялись хореи. Амфибрахия от рифмы опять получила перкот. Как писать наобум? Вы спросите любого поэта, по наитию музе дарившего сотни стихов, поднимая наружу слова, утонувшие в лете, под давлением сотен, ушедших под воду веков. В каждой строчке полет, может мыслей, а может фантазий. Миллионы миров, перекрестки пустынных дорог. Вы пишите стихи без боязни проблем и оказий, потому что их часто ночами диктуют нам Бог. У нас идет Александр Долгушин, лауреат конкурса «Литва». Перед вами его краткий творческий путь. Он пишет, как он указывает на различных сайтах, был лауреатом международного конкурса «Посоха Лира». У него сборники стихов «Калейдоскоп» и «Замкнутый круг». И он стал, участвуя в нашем конкурсе, лауреатом, 3-е место, победителем номинации «Лирическая и любовная поэзия». И он сейчас Он сейчас на связи? Да, он сейчас на связи. Я обязан был это прочитать, чтобы это было. А теперь я вывожу его на полный экран. Александр, вам слово. Здравствуйте. Ну, во-первых, хотел поблагодарить всех организаторов. Ну, весьма важное и сложное дело, конечно. Авторам для поддержания литературы, особенно в нынешних условиях, это довольно-таки трудно существует.
пересечемся, и вы будете участвовать в конкурсе. Ну а сейчас я должен... Да, что? И один момент. Выбрали стихотворение, ваше стихотворение выбрано, и сейчас будет актер русской студии вам прочитает. Его почитает Марк Стер. И стихотворение называется «Другая жизнь», но еще раз это повторяю. Вы видите и слышите, да? Да. Все. Александр Долгушин. «Другая жизнь». Давай с тобой споем. Такой каприз. На край гнезда усевшись, свесим лапки, и будет, словно комнатные тапки, листва березы кувыркаться вниз. И на груди топорщится перо, и в двери гнезд, распахнутые настежь, эоловую музыкою про любовь звучать и в Насте, и в ненасте. Были мы ни пуха, ни пера, нас будто посещают сновидения. Наверное, давно было пора нам испытать и взлеты, и падения. Вот, отряхнув в скорлупке от яиц, для новой жизни искренне готова, ты смотришь в мир глазами без ресниц и чувствуешь, как жить на свете клево. Ау, в листве пернатый отзовись и встрепенись, да воспета. Еще над нами ветреная высь качается, наполненная светом. Давай с тобой споем о чем-нибудь. На край гнезда усевшись, свесим лапки. Мы новой жизни постигаем суть у дерева надежного в охапке. Вот, Вероника, мы увиделись. Здравствуйте. Ну а теперь переходим непосредственно к тому, ради чего мы собрались. Сейчас внимание на экран, как в одной передаче говорится. Так, вы видите, да? Да, я вижу себя в шапке. Да, ну, это вот вы такую фотографию дали. Итак, Вероника Тарновская, Швеция, родилась в Петербурге, сейчас живет в городе Лунде. Литературой вот увлекалась, как выясняется, всю жизнь, но относительно недавно начала заниматься более серьезно. И вот это более серьезное отношение привело к 3-й премии на конкурсе русской поэзии «Под небом Балтики». Она стала еще победителем в номинации «Духовная и гражданская поэзия». Большое спасибо за мое представление. Я очень рада, что я могу так виртуально участвовать в церемонии. Я очень хотела приехать, но, к сожалению, так сказать, была вынуждена сейчас работать. Для меня, в общем, это приз был большой неожиданностью, поскольку, как я уже сказала, я сравнительно недавно серьезно занимаюсь поэзией и прозой. Пишу я не под фамилией Тарновская, это моя фамилия в академическом мире, а под другой фамилией Габард. У меня вышли несколько серий стихотворений в поэтических сборниках за этот год. И пишу прозу тоже, по крайней мере, пытаюсь. Опубликовала рассказ об альманахе российских колоколов. Наверное, я могу прочесть у нас стихотворение, да, или два? Да, пожалуйста. Я прочла стихотворение, которое получило приз на этом конкурсе. Оно посвящено Марине Цветаевой. Марина Цветаева одна из моих самых любимых поэтесс, поэтов. Собственно, стихотворение о том, что вдохновение можно получить не только от поэзии, но и от самой жизни любимого поэта, так сказать. Те, кто читали мемуары Цветаевой, самой Цветаевой, или мемуары о Цветаевой, знают, что она очень любила кольца, серебряные перстни, и когда писала свои стихи, она одевала все эти перстни. Собственно говоря, стихотворение навеяно этими мыслями. Марина Цветаева.
Надену бабушкины кольца на пальцы тонкие свои, пущу в окно беглянку солнца, оставлю танго о любви. И оживет клавиатура на кухне посреди стола. Ко мне из недр литературы подруга старая пришла. Она серебряные перстни любила и колокола звонят по ней в забытом месте, где нищенкой она жила. Белье в тазу, в корзинке рыба и нож в натруженных руках. Днем в кухне чад и сын улыба, а ночью родина в стихах. Все та же кухня, утро, вечер, роняют дни календаря, и клавишами о прошедшем стучу ее благодаря. Хотела прочитать вам еще одно стихотворение, которое посвящено другому моему любимому поэту, и, собственно, посвящено, в общем, тоже навеяно его строками Николаю Гумилеву. Вы, наверное, знаете, у Николая Гумилева есть такие строки. Только змеи сбрасывают кожу, чтоб душа старела и росла. И, увы, со змеями не схожи. Мы меняем души, не тела. Ну вот, стихотворение навеяно этими строками. Называется оно «Облака в горах». Я очень люблю путешествовать, хожу в горы. Собственно говоря, облака в горах всегда меня очень вдохновляют. Облака приучены горами. Я сама гуляла в облаках. Надо мной белыми крылами обнимал вершину дикий птах. А ущелье прятался слоненок и забавный солнечный верблюд. С замиранием сердца, как ребенок, я смотрела, как они плывут. Улеглись уютным одеялом мои звери на груди скалы. Переменчивые, довольно малым, велики для гор, для нас малым. Так и мы, меняя очертания, прибиваемся к твердыням, но не смиряем гордого желания обрести, что только не дано. Очень рада присутствовать на вашей встрече и надеюсь на много новых встреч в будущем. Вероника, ну, ваше стихотворение тоже было выбрано, и очень интересно, что выбрано было как раз тоже Цветаево стихотворение, и поэтому вы можете сейчас его послушать, вернее, мы насладились сначала вашим исполнением, а теперь вы можете послушать его в исполнении Екатерины Горбюковой, которая начинала у нас с русской театральной школы, а сейчас уже студентка второго курса театральной школы. Пожалуйста, Екатерина. Марине Цветаевой. Надену бабушкины кольца на пальцы тонкие свои. Впущу в окно беглянку солнца, поставлю танго о любви. И оживет клавиатура на кухне посреди стола. Ко мне из недр литературы подруга старая пришла. Она серебряные перстни любила и колокола. Звонят по ней в забытом месте, где нищенкой она жила. Белье в тазу, в корзинке рыба и нож в натруженных руках. Днем кухни чад и сын улыба, а ночью родина в стихах. Все та же кухня, утро, вечер, роняют дни календаря, и клавишами о прошедшем стучу ее благодаря. Замечательно. Генрих Александрович Кирсанов. Прошу, Генрих Александрович. Значит, я буквально пару слов скажу. Видите, какой солидный список. Генрих Александрович участвовал, ну я не помню, в первом даже конкурсе его дня. Начиная со второго, вы уже во всех участвовали. И вот это вот постоянство, и это вот постоянное совершенствование, причем очень сильные стихотворения появлялись именно
в определенных вот спектрах. Все это очень было приятно видеть. И мнением коллег, заметьте, своего стихотворного цеха и мнением комиссии, я просто перечислю дипломы. Поощрительный диплом 2010 года, дипломант конкурса в номинации «Духовная и гражданская поэзия» 2011 года, лауреат второй премии 2011 года, поощрительный диплом прошлого года и первая премия 2014 года, победитель в номинации «Свободный жанр». Я думаю, что весьма такая стабильная, для нас крайне приятная и в то же время достойное вот выступление и участие в нашем конкурсе. И то, что вот такая поэзия существует, и то, что такие люди существуют, это украшение нашего общества здесь и поэтического, я думаю, в частности. Генрих Александрович, без маньяк, благодарим вас и поздравляем. Видя о том, что вы написали, что писали нерегулярно, а когда стали участвовать в нашем конкурсе, оказались даже приняты в Союз русских литераторов Эстонии, подумал, что, наверное, и в этом и наша какая-то заслуга есть. Поэтому я вас поздравляю. Да, и немножко помогаем вам. Поэтому мы вас поздравляем с очередным первым местом и дипломом. И очень рады за ваше постоянство. И еще, да, сейчас Мария Алексеевна. Значит, конкурс выполняет свою функцию. Люди растут, и поэзия хорошая процветает. Борис Александрович, ну парочку буквально слов я скажу, что это действительно достойный, во-первых, человек достойный, я его уважаю, вот, и знающий литератор. Вот у него ценные качества, я вам скажу, какие, которые важны очень нашим всем коллегам, да? Он в глаза скажет, если у меня что-то не то, неправильно, он, невзирая на личность, он скажет, нет, это не годится. Это так ценно, это бесценно. Вот. И он, конечно, талантливый. Я очень рада. Он член объединения русских литераторов Эстонии. Я вот беру на себя смелость, я член правления, вот я от объединения тебя тоже поздравляю. А с русским миром у нас тандем вот такой творческий. Вы друг другу даете карты. Я вас уже постоянно. Спасибо, конечно, спасибо всем. Поздравляю. Так, и еще, Генрих Александрович, все-таки такая хорошая высота вам взята. Вот это единственная книга в Эстонии, это книга Дмитрия Александровича Ивашенцева. Поэтическая. Я с большим удовольствием хочу вручить книгу руководителя постоянной экспертной комиссии. Она великолепно оформлена и действительно очень интересная и по содержанию, и по форме. Вот. Да, так вот это его последняя книга, я вам ее лично вручаю. И так как у них семья довольно талантливая, Алла Ивашенцева, вот то это и поэтесса, и художник, пусть у вас будет комплект. Спасибо. Поздравляю. Я позволю себе прочитать такую небольшую, шуточную старую свою вещь. Называется «Воспоминания пациента». Однажды со здоровьем не в ладах я сослан был в районную больницу. Я осознал, когда попал туда, что лучше было вовсе не родиться. Я в тот же миг хотел рвануться вон, едва почуял запах хлороформа, но схвачен был, раздет и облечен в ранг мученика белой униформы. Увы, давно известно было мне, какие ждут прияства в этом ранге. Как уязвить стараются вредней шприцы, клестиры, капельницы, банки. Ой, каталка, лифт, этаж, и до сих пор дрожу, припоминая все детали. Там был длиннющий мрачный коридор, где дамы в белом взад-вперед летали. Не в ад ли к ведьмам бросила меня? Вопрос стоял мучительно и остро.
Но оказалось, это все родня, хотя медицинские, но сестры. В больнице не гуляние и не бал. Я жил, как все, в смиренной сею доли. Ел, пил и спал, анализы сдавал. Терпимо все, поменьше бы кололи. Решили там, что я пустой сосуд. В меня вливали зелье, я лишь ойкал. Как сувенир от Тедова несу отверстие ряд на месте самым бойком. Но жуткий слух водителей прошел, и был бессильным мой зубовный скрежет. Сказали, да, здесь кормят хорошо, но подкормив, отнюдь не хуже режут. И вот настал, пришел мой страшный суд. Сверкает скальпель, ужас горло сушит. Каким меня отсюда увезут? Святители, мою спасите душу. Прошит иглою вопль последний мой. Текли минуты, может быть, столетия. Но это что? Я все еще живой и, кажется, еще на этом свете. Да, не сумевший вовремя снять, я был, казалось, мне в куски искрошен. Но воссоздал целехоньким меня хирург, умел, сноровист и надежен. Кошмар прошел. И я скажу вам так, в больницу, как в гробницу, каждый вхож, но когда здоровье наперекосяк, из первой все же чаще выйти можно. Перед этим сказано, не так давно я был на презентации сборника книги Марины Викторовой «Слепцы и смотрины». Как вы понимаете, в самом заглавии заключен оксюморон. То есть, соединение несоединимых качеств. И когда прочитал, я был восхищен. И такую небольшую написал ей посвящение, простите, пожалуйста. В общем, волнуюсь. Словоток не постичь ни ампером, ни физической мерой другой, но порою чреватым безмерно вспышкой вольтовой жаркой дугой. И напрасно под корковом схроне ищешь розово-приторный сад, если в заданном оксюмороне скрыты минусы плюс плюса. Бог же чуток, читатель разумный, в лунный мир поэтессы входя, здесь не LED-провода и не струны, обнаженные нервы будят. Вот, спасибо всем. Ой, еще раз спасибо большое. Все, кто получили дипломы, в полной мере их заслужили. Они достойны этого. И просто для многих это лишняя точка опоры для дальнейшего творчества. А уж как оно будет развиваться, зависит только от них и, конечно, от условий. В частности, от общества, которое это или воспринимает, или не воспринимает. На этом у нас все. Я надеюсь, что, да, у меня все, но есть еще у моих коллег, видимо, какие-то пожелания по поводу или высказывания по поводу нашей деятельности. Да? Нет, это продолжение, на самом деле, нашего торжественной части. Тем более. Потому что я хотел бы еще раз поблагодарить ребят, которые пришли из Русской театральной школы, из Соляриса, и также руководителя как Русской театральной школы, так и Соляриса. Пожалуйста, выйдите, и, как я обещал, мы вас тоже поздравим с цветами. Как у нас бессменная? Аня, спасибо большое, что вы пришли первый раз, мы очень рады присутствовать. И наши замечательные детишки. Кошечка и котик. Спасибо большое.
Да? Снимаю. Еще раз. Все. Спасибо. Ну, Жанна Григорьевна очень действительно много помогает и в проведении этого конкурса, и вообще наш, можно сказать, главный партнер в наших совместных проектах, которые мы проводим и которые еще предстоит провести, потому что вы, наверное, многие знаете, мы уже как бы стараемся провести эту линию, чтобы наши встречи поэтические, которые в начале года проходят, стали бы уже традиционными. И мы думаем над этим. И вот Жанна Григорьевна приходит и всем вручает цветы. И, наверное, уже пришла пора, когда и ей можно было бы вручить цветок. И поблагодарить ее за такое хорошее сотрудничество, потому что безотказное, тихое, но очень точное, верное и спокойное. Спасибо вам. Если будут вопросы, я думаю, что вот во время фуршета, во время общения вы можете подойти их и задать. Я